Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые родители. Сегодня у нас интересный мастер-класс правополушарное рисование как одно из средств эмоционального снятия напряжения. И, как я даже как мама, да, могу сказать, что это достаточно интересное такое направление, потому что детки у нас сейчас достаточно гиперактивные, детки у нас эмоционально загруженные. Особенно сейчас проблематика большая стала после долгого отсутствия в общеобразовательных организациях. Детки перенапрягают свое состояние, то есть у них идут всплески какого-то негатива. Поэтому сегодняшний наш мастер-класс, конечно же, будет в первую очередь нацелен на то, как можно помочь ребенку снять это напряжение. И самый простой способ – это обычное рисование. То есть любой ребенок любит рисовать. Любому ребенку можно предоставить самые элементарные вещи, которые есть дома. Это карандаши и самые простые краски, любые. И с помощью этих красок ребенок может себе фантазировать все, что угодно на листке бумаги, снимать напряжение таким образом. А вот каким образом, это вас сейчас познакомит наш замечательный специалист. Большое такие слова. Я уже готова сразу приступить к мастер-классам. Надеюсь, что у всех, кто видит, да, кто слушает, кто смотрит меня, уже приготовлен листочек бумаги, скажем так, в какую сторону, чтобы видно было, да. У каждого есть кисточки, насколько я помню, я просила, да, организаторов прописать, организовать картон, еще пытаюсь привыкнуть к этой камере. Есть кисточки для правополушарного рисования, обязательно нужна широкая кисточка и желательно тоненькие такие кисточки, да. Обязательно есть краски в правополушарном рисовании. Авторы советуют гуашь, есть водичка, есть салфетки, чтобы вытирать краски. Итак, правополушарное рисование, да, на сегодняшний день очень многие его используют в своей работе. Очень многие специалисты, психологи, педагоги говорят, проводят исследования о том, что оно не только для правополушарного рисования, для того, чтобы как-то отвлечь, не для того, чтобы развить творчество ребенка, научить его рисовать, но оно идет как элемент снятия такого эмоционального напряжения, стресса, какой-то тревоги, да, и даже, так, лет 5 назад в нашем замечательном университете СГУ Сыктывкарском государственном было проведено исследование, одна из дипломных работ, на то, что с помощью правополушарного рисования можно откорректировать поведение детей. Можно детей агрессивных сделать менее агрессивным, либо вообще снять эту агрессию, этот страх, скажем так. Так вот, чтобы не терять времени зря, потому что уже 11 минут, а если не ошибаюсь, мастер-класс у нас с вами предполагает только час времени, я сегодня предлагаю вам нарисовать. Фон здесь один и тот же, да, такой круг из середины. Либо кактусы, куда у нас пойдет рука, потому что лето заканчивается, начинается осень, осеннюю картину можно нарисовать, да, если вы хотите. Но это еще душа вспоминает и просит лето. Либо одуванчики, либо кто-то ездил на моря, на океаны, вот такие пальмочки. В правополушарном рисовании самый главный принцип идет, да, как говорят мастера, потому что очень многие детки, может говорить сбивчиво, может быть так быстро, надеюсь, что вы под меня подключитесь. Очень многие детки боятся красок, да, ой, что такое, а я не буду рисовать. Особенно дети дошкольного возраста. Мне очень жаль, что я не вижу чат. Мне бы хотелось узнать вообще, кто присутствует и кто будет со мной рисовать. Педагоги, воспитатели, родители, если есть детки, какого возраста. Мне тогда легче в этом диапазоне работать и легче объяснять. Но раз пока тишина, буду объяснять так. Мы берем ребенку краски, гуашь и говорим, вот в этих домиках поселились очень интересные, замечательные краски. Ты можешь каждую краску открыть,
Ты даже, если хочешь, можешь ее назвать, либо вместе с тобой назовем, либо вместе с тобой поугадываем, да, какая краска спряталась в этом домике. И когда ребенок открывает, белая, как снег, желтая, золотистая, как солнышко, да, такая коричневая, как земля. Вот у меня сегодня проблема с гуашью, не ту коробку взяла. Синяя, как тучки, красная, как мак. Краски назвали. Иногда бывают краски гуаши, которые у нас завалялись там на даче, в шкафах от старших детей. Они уже у нас немножко засохшие. Вот в моем варианте они новые, и они густые, как сметана. Но если краска засохшая, подсохла, нам нужно сделать ее густой, как сметана. Поэтому я беру крышечку, если особенно это старая гуашь, от баночки, вместе с ребенком, либо и показывай ему, сделай вместе со мной так, либо давай вместе, ты своей рукой, я своей рукой, но один колпачок берем, набираем в стаканчики воды крышечкой, наливаем, берем кисточку и вот этой палочкой без ворса стороной размешиваем краску. Как говорят авторы, да, правополушарного рисования, как говорят преподаватели Питерского института Эмотон, за счет этого, что ребенок открыл краску, налил водичку и стал перемешивать, не торопясь, в темпе, в котором удобно ему, комфортно ему. Да еще рассказывала, получилась ли как густая, как сметана, а как мы определим, что она уже готова, там нету комочков. Ребенок успокаивается, у ребенка происходит некое снятие тревоги, он видит, что он делает, он понимает, что она не так страшна, не кусается, не царапается, что я могу делать руками все, что хочу, на палочку взял, не течет, да, из нее могу лепить, да, на палочку взял, не капает. То есть за счет этого происходит какая-то адаптация краски, и ребенок уже готов с ней работать. Так, раз нам сделали здесь поле, мы будем это поле использовать, да, простором. Для ребенка обязательно есть такие одеваемые белые прозрачные фарточки, и стол укладываем либо клееночкой, либо газеткой. Почему удобно газетка? Мне больше нравится газетка, когда я работаю с детьми дошкольного возраста, даже с подростками. Потому что когда излишек воды, я газетку взяла, наложила на свой вон, пригладила, излишек воды убрала и выкинула. То есть для меня вот этот комфортный вариант. Какой комфортный вариант для вас? Это будет ваше решение, скажем так. Вытерли кончик кисточки. И начинается самое интересное. Беру самую широкую кисточку, такой лопаткой, да, наношу на нее, макаю, скажем так, воду, и беру ту краску, которая мне нравится, которую я хочу сегодня рисовать. Так, первый раз в жизни за телефоном, первый раз в жизни, чтобы все было видно. Уважаемые, простите за такую точность, неточность, но будем как-то вот ориентироваться. Надеюсь, ориентируюсь. То есть, если я рисовать буду сегодня лето, пустыню или что-то другое. Фон на краски можно наносить, да, на лист бумаги А4. Для ребенка первый раз можно дать и пол листа формата А4. Я могу нанести цветовые пятна той краской, которые мне нужны, либо по горизонтали, либо по диагонали, либо с угла на угол, либо вот этот вариант. Беру краску и наношу, тыкаю такие. Пятна делаю, чтобы вам было видно. Белым, белым. Потом сразу, не вытирая кисточку, наношу другие пятна.
Это у меня как желтый идет. Пардон, уважаемые. И сразу же потом делаю пятна. Вот если смотреть по предыдущим картинкам, у меня получается синее. И желательно я делаю правой рукой. А ребенка мы просим, раз это правополушарное рисование, да, то, о чем всегда я, конечно, забываю, мы просим его делать это левой рукой. Уважаемые, мне будет неудобно делать рукой, поэтому буду делать правой рукой, показывая вам. Но вы постарайтесь пятна нанести левой рукой. Как говорят исследователи, тогда у нас мозги, головной мозг отключается, подключает наше воображение. И левой рукой начинаю от центра по кругу вести вот такие кружки. Перед этим кисточку, конечно, обмакнув в воде. Вот как бы мне так показать-то, чтобы у меня ничего не текло. И по кругу, добавляя воды, закрашиваю весь фон. Вот как-то так. Кисточку потом вытираю о салфетку. Хорошо, вытираю салфетку. Если мне надо или не хватает, я могу добавить еще водичкой, разбавить этот фон. Так страшно сидеть в белом кабинете. Я разбавила водичкой, уважаемые, у меня потекло, я сейчас на секунду опущу. Добавлю те расцветки, которые были, потому что я добавила водой. И вот левой рукой делаю. Кисточку отжимаю. У меня сегодня вместо желтого золотистый. Значит, сегодня еще так надо. Психологи, которые работают с цветовыми пятнами, скажем так, работают со цветами, они говорят, очень можно еще интерпретировать цвет, который нанес ребенок, да. Вот у меня сегодня и бумага-то такая темная, сейчас подрисовываю, чтобы вам видно было, да, и цвет-то попался такой вместо желтого какой-то золотистый. И когда я соединила краски, у меня фон такой темноватый получается. Ребенок в каком-то нервном напряжении, да? Ребенку что-то некомфортно, ребенка что-то не устраивает. Если у нас есть листок бумаги, я его прикладываю на свой листок бумаги, если там много воды. А если это еще... Ой, что-то я такое нехорошее, что ли, взяла. Это старые. Хорошо, что старые. Прикладываю, вытираю и снимаю. Я, во-первых, со своей работы сняла излишек воды. Думаю, уважаемые видят, да? И с другой стороны я сделала вот такой оттиск. Когда мне понадобится еще одна картина, я ее нарисую, потому что у меня уже есть готовый фон. Думаю, уважаемые, что понятно. Итак, но думаю, самый лучший вариант мы будем рисовать, тогда уж давайте с вами на талите, кактусы и пальмы. Кисточку хорошо вымываю. Протираю салфеточкой. Чаще всего это все делается одной кисточкой, широкой, да? Другими кисточками что добавляется, какие-то элементы.
Поэтому влажная салфетка, либо салфетка такая сухая у вас всегда должна быть, либо тряпочка. Рисовать я уже буду чуть потоньше. То есть, если я фон рисовала широкой кисточкой, есть еще кисточка, уважаемый, вот клей наносить, такая щетина жесткая, она немного шире, можно ей фон рисовать. Но рисовать я буду потоньше. Мне нравится вот такая фиолетовая, размер 14 рисовать. Итак, либо можно взять еще щетину, размер, о боже мой, 4, вот такая маленькая щетина, да, рисовать деревья. Для каждого дерева мы, конечно, будем рисовать основу, то, на чем они стоят. В моем случае горочка, я ищу коричневый фон, коричневый цвет, набираю кисточкой. И как обычно, уважаемые, как обычно мы рисуем, горка, у нее есть вышина, у нее есть нижина. Что-то сегодня у нас такое интересное, да? Провожу линию. Вот она у меня таким желтоватым цветом. Неудачная гуашь, скажем так. Ну, мы сейчас разберемся, я думаю. Вот мы рисуем. Как пойдет рука? Рисовать уже вот эти маленькие детали мы начинаем правой рукой. Если мы правша, если мы левша, то рисуем левой рукой. Это фон мы рисуем другой рукой, да, отключаем, как говорят, включаем головной мозг, включаем эмоции. Здесь, если у вас есть темно-коричневая краска, это потрясающий вариант. Если нет темно-коричневый, чуть-чуть где-то местами добавляем, где хочется, где идет рука, вот куда она идет, мы добавляем такие проблески. Либо, если это коричневый, можно добавить желтого цвета. Ну, вот такие проблески, да. Земля же не бывает у нас одинаково одного цвета, она бывает вот с какими-то прожилками. Излишек краски я могу убрать, если у меня есть газеты, это вообще потрясающий вариант. Я могу убрать вот сюда. Если мне все-таки очень-очень хочется, как элемент могу показать. Мне нравится работать вот на таких толстых картоне, таком толстом картоне. Я его использую как палитра. Я могу добавить вот где-то такие черные прожилки, земля. Изредка где-то видно, да? А сверху уже могу добавить. Надеюсь, что вы за мной успеваете. Закрываю чуть-чуть. И издалека посмотрю, устраивает все. Если меня устраивает все, господи, как показать, да, то я оставляю и начинаю приступать к самому интересному. А самое интересное у меня, очень весело сегодня мы живем, называется. Сейчас я мою кисточку. Опять же вытираю ее. Очень хорошо вытираю. Секунду, уважаемые. Еще один набор. Да, когда ты бываешь уверена, что у тебя краски все здесь. Очень хороший вариант, да. Идем дальше.
Итак, оно немножко у меня подсохло. И если я рисую кактусы, мне нужен темный зеленый цвет, желтый, либо светлый зеленый. Я опять беру свою толстую кисточку, беру зеленый цвет. Я обычно пробую его на палитре своей. И кактусы начинаю рисовать. Ну, начнем с этой стороны, да? Сверху вниз. Вот так точкуя, есть такое понятие, когда мы делаем ручной труд, да? Когда мы начинаем что-то лепить, вот так прикладывая сверху вниз, быстрыми движениями кактус. Надеюсь, уважаемые, что видно. Вот такой кактус. Угу. Если не нужно, я снова беру, излишки снимаю. Кто-то может прямо с излишками. И начинаю рисовать другой кактусик. Вот такие два кактусика растут в моей пустыне. Кисточки я никогда не советую оставлять в баночке, вот испортится. Поэтому я ложу всегда либо на бумажку, на клееночку, на газетку, на которой они есть. Дальше мне нужен желтый цвет. Раз мне сегодня повезло, у меня серебристый, такой золотистый цвет. Это значит, для чего-то мне нужно. Я сверху, пока еще не высохла, начинаю наносить вот этот золотистый. Точно так же торцуя, как я обычно говорю. Вот здесь у меня его много. Я его немножко захвачу и перенесу на следующий. Угу. Вот здесь, уважаемые, у меня слился кактус, потому что я была не права. Я взяла тот же самый фон. И так как у меня две кисточки, я вот так сверху добавила. То есть в правополушарном рисовании нельзя бояться делать что-то. Не получилось, мы доносим еще. Что-то не нравится, берем эту же кисточку, она в этом же цвете, мы рисуем сверху. Потому что любую картину правополушарного рисования мы смотрим издалека. Мы никогда не смотрим ее вот так вблизи. О, ужас, да? Мы всегда смотрим ее издалека. А издалека получается вроде бы не похвалишь себя, не похвалит никто, да? Так, что мы рисуем дальше? Мне нужна будет кисточка. Я хочу нарисовать пальмы чуть поменьше. Беру щетину, потому что вот взяла листочек А4, не А3. Мне кажется, что будет удобно. А так как у меня вот здесь темно-коричневый, и я хочу рисовать тоже темно-коричневым, я еще добавлю сверху вот такой желтизны. Может быть, добавлю все-таки, не стирая, вот такую какую-то черноту, чтобы выделить, что вот здесь у меня пойдет пальмочка. Обожаю пальмочки рисовать. Вообще обожаю лето. Так тяжело прощаться с летом, но будет осень. А осень новые краски, новый рассвет, да? Но осень это вообще плоды. Мы собираем плоды, да? И осенью мы тоже к чему-то пришли. Мы можем собрать плоды в своем эмоциональном, психическом, физическом состоянии. Мы все равно за лето что-то видели. Итак, кисточку не вымыла, слегка отжала в воде, слегка вытерла тряпочку, салфеточку. Беру кисточку, взяла на ней краски. Теперь мне нужно, если я там вот так как-то рисовала, здесь у меня такое движение прикладывать. Показываю. Вот здесь, коллеги. Вот так прикладываю.
как шаги, как чьи-то ножки идут. Надеюсь, что понятно. И начинаю рисовать в противоположном, да, углу. Раз они у меня идут от земли, то нарисую вот так. Ну вот как-то вот так, две пальмы между собой вот так перекрестились, скажем так. Чуть-чуть промыла, вытерла. Беру белую краску. Можете тоненькой кисточкой, да? Можете толстенькой кисточкой. Толстенькой кисточкой. И делаю отсвет, да, в какую сторону мне пойдет солнышко. Если солнышко у меня вот здесь, с этой стороны, получается, с правой, да, то я с правой уже ребром кисточки, уважаемые, вот так нанесу маленькие такие блики от солнца. Излишки сняла. Надеюсь, что у вас все получается. Угу. Получились вот такие блики, где-то яркие. Тогда я еще раз про ним пройдусь и чуть-чуть закрашу. Где-то нет. Солнце падает. Оно заходит и падает на мою пальму. Угу. А теперь мне нужен будет зеленый цвет. Я беру снова на кисточку, да, промываю ее, отжимая зеленый цвет. Что-то нехорошо у нас с кисточкой. Отжали, она почти что у нас такая сухая. Чтобы не тянуться к вам через весь экран. Я буду делать... Ой, так, где ему показать? Буду делать вот такие движения. Поставлю точку с кисточкой набранной, да? Буду вот так. Отрывающие быстрые движения. Надеюсь, что понятно. Вот как цветочек рисую вокруг 180 градусов. Но если к центру я поставила кисточку, то от нее так быстро поставила к центру и быстро провела. Надеюсь, что понятно. На одной пальме поставила, провела. Поставила, провела. Из одной точки выходит пальма. Излишек могу убрать опять. Излишек взяла. Вот у меня вот две друг на другу нашли. Друг на дружку нашли. В этом случае беру тоненькую кисточку. Беру желтую или белую краску, какая вам удобнее. Неудобнее белая. Я сверху провожу линию. Пальма. Если мне нужно, я могу чисто символически издалека изобразить кокосик. В большинстве случаев пальме не нужен кокосик. Вот мы нарисовали эту пальму. А если я очень-очень-очень хочу, то я опять беру тоненькую кисточку.
черную краску всегда, да? Излишек убираю и вдалеке рисую такую галочку. Очень тяжело рисовать вниз головой. У меня получается, ой, называется, ой. И у меня издалека, получается, летят птички. Угу. Так, я надеюсь, что вы нарисовали. Угу. На что-то падает. И наша картина получается вот такая летняя. Если мы посмотрим на нее издалека, она завершена. Если мы на нее посмотрим вот, да? А еще оденем ее в рамочку, то вот она у нас завершена, и вот такая красота будет висеть у вас дома. А пока вы рисовали совместно с ребенком, которому либо страшно, которому либо что-то расстраивает, он не понимает, что, он говорит, я хочу кричать, я хочу то-то, я не знаю, что со мной, либо капризничает, не знаю, чем заняться. Во-первых, провели удобно время, скажем так, с пользой. С другой стороны, мы нарисовали, сделали красивую картину. Ребенок уже получает какое-то удовольствие. О, красота! А это ты нарисовал. Особенно через какой-то промежуток времени, недели 2-3, помнишь, ты рисовал эту картину, а он уже не помнит. И можно снова повторить. Я ушла, уважаемый вас, покинула на секунду. И предлагаю нарисовать самый любимый мой. У нас с вами 20 минут нам хватит. Самый любимый мой, скажем, такой пейзаж, картинку. Я ее обожаю. Потому что рисует она очень быстро. И очень нравится. Очень нравится рисовать детям. Влажные салфетки доставим. Идем дальше. То есть у нас с вами есть поле. Я благодарна этому мастер-классу, потому что он дает мне воспоминания, которые нужны, скажем так. Я беру, уважаемые коллеги, уважаемые родители, правополушарно по рисованию, то, что пропустила. Я беру чистую кисточку, беру воду и начинаю воду. Очень жаль, что в чате никого нету. Наносить на листок на бумаге. Самое главное, это называется, Любовь Валерьевна давно не рисовала. Нанесла воду, как хочет ребенок. Левой рукой. Буду делать левой рукой, говорить вам, потому что потечет. Потом постараюсь показать результат. Потом беру синюю краску этой же кисточкой, наношу цветовые пятна. Нанесла. Если вы хотите, сполосните, но автор не советует, да, вообще в технике правополушарного рисования не советуется вытирать. Потом красный. Будет прелесть. Вытираю кисточку и беру зеленый. Показываю. Потом кисточку промываю. Цветовые пятна, думаю, вы видели все. Кисточку промываю. Вытираю тряпочкой, салфеточкой. Желательно сухой. Очень хорошо вытираю. Пока у меня все не высохло, я вам показала, у меня натекло. Беру, смачиваю кисточку, чуть-чуть отжимаю. И соединяю все эти линии. Мне будет немножко тяжело.
потому что у меня уже есть фон. Если у меня Если у меня излишек, я делаю что? Я беру и прикладываю чистый лист бумаги, либо газетку. И у меня получился еще один фон. Я куда-то нажала. У меня получился еще один фон. Кто-то сушит феном, кто-то там начинает еще что-то делать. У меня получился очень яркий фон. Он такой агрессивно, скажем так, настроенный. Очень-очень яркий. Если мне нужно, я могу еще раз его разбавить водой. Но я, наверное, оставлю то, что есть. Вот такой агрессивный. А может быть, чуть-чуть бы и убрала бы вот эту красоту. Если у меня получится, да? Будем вот как-то так. Я могу ее убрать этой кисточкой. Либо могу убрать влажной салфеткой, если мне немножко не нравится фон, да? Я тогда беру и ребенку говорю: давай мы с тобой попачкаемся. Но это показатель, еще раз повторяюсь, эмоционального состояния. Вот здесь либо краски новые, либо я в таком состоянии, да, будем искать себе оправдание. Ну вот как-то вот так. И мы сейчас из этой красоты, либо много капли, да, будем творить дальше красоту. Сейчас я поправлю рисунок и пойдем дальше. Я говорю ребенку: мы с тобой будем рисовать цветы. У нас цветы в большинстве случаев могут расти там в горах, в траве или где-то. Вот это у меня будет небо. Это цветы издалека. А здесь цветы. А здесь трава. И на этой траве растут цветы. Беру щетину, хорошенько ее вытираю. Беру на сухую зеленую краску. Разнесла на своей палитре. И обязательно, уважаемые, сверху вниз я кладу перед ребенком. Небо смотрит на ребенка. Трава смотрит на ребенка. Я начинаю делать вот такие движения. Мне удобно, потому что я так держу кисточку. Мне удобно, потому что я вам показываю. Ребенку мы кладем вверх ногами рисунок. Сверху вниз, если еще наклон, как будто ветер дует. Поворачиваем к нему и смотрим. О, это трава. Издалека похожа на траву. Класс, появилась трава. Мы сейчас сделаем хитрый ход, уважаемые. Потому что это мастер-класс. И тогда я могу сделать еще такой вариант. На одну сторону кисточки нанести белую краску, на один кончик кисточки, да. Вот у меня, надеюсь, что получится. На другой красный. Если нет, я помогу себе тоненькой кисточкой. Да, я вам покажу, как маки рисовать. Самое любимое занятие, которое нравится всем, и взрослым, и детям. То есть половина кисточки у меня, надеюсь, что видно. Красная, половина белая. И большое должна снять вот на такой бумаге, скажем. И начинаю, помните, торцевать, точковать. В любом месте, где я хочу, начинаю точковать. Если мне нужно, я могу точно так же сделать синее.
издалека. У меня растут цветы, где-то издалека. Если мне нужно, я могу добавить. Могу добавить тогда синие, уважаемые, еще кисточки. Я могу добавить синий с белым. Гуашь, оно плохо тем, что гуашь нужно пытаться, стараться, да? Сейчас нанесу белый. Ребенку же хочется самому, а когда ты будешь объяснять, надо аккуратно. Ну, это же надо сделать самому, особенно возле 3 лет. Тогда, если я хочу, чтобы у меня был самостоятельным в будущем молодой человек, он хочет, ему нужно это позволить. И это тяжело, а именно баночку с гуашью. То есть я попробовала здесь. Что-то где-то идет, но мне не хватает белой краски. Я тогда добавлю белой краски. Еще раз потренируюсь и пойду. Куда ведет, рисунки рисуем. Правой рукой фон наносим, левой рукой. Вот куда идет, туда мы эти цветовые пятна и накладываем, рисуем, прорабатываем. Если мне очень хочется, то я к этим цветовым пятнам тоненькой кисточкой, зеленой краской сделаю вот такие ниточки. Выделю их ниточки, стебелечки. Если мне хочется зеленой краской, прорисую, что они не одни в поле. Просто прорисовываем. Уважаемые, надеюсь, что все видно, что все понятно. Вот здесь у меня уже толстая получилась, да? Стало неудобно. То есть я тоненько-тоненько вот так, как объяснить вам, прорисовываю эти линии, эти стебельки тонюсенькой краской. Пусть будет вот так толсто. И самое интересное, маки. Ой, маки – это святое. У маков есть красные лепестки и черная такая сердцевина. Я беру сухую щетину, баночку, макаю ее, скажем так, ну вот на такое, половину, 2/3 в краску гуашь. Вот макнула, она со всех сторон у меня. Потом беру тоненькую кисточку с черной краской и наношу сверху, заканчиваем мы. Вот нанесла. Я надеюсь, уважаемые, что вам видно. Ну, в чате не вижу, кто и что, поэтому объясняю. Уважаемые, кому-то не нравится это слово, уважаемые. Давайте покажу сперва не на работе. На бумаге покажу. Не буду прижиматься всегда, наверное. Приложила. Даже встать не знаю как. Перевернула. Еще раз. Приложила, положила. И прокрутила. Приложила, прокрутила. Плохо, когда на весу. Приложила и прокрутила. И мне получается такой маг. Я уже не знаю, как вам показывать. Ваш зритель показывает. Тренируемся, уважаемые. Вот у меня будет проблема номер, ну ладно. Так, красная краска. И сверху черная. Я вам не покажу, наверное. О, мы до этого, пардон, не додумались.
Но я вот здесь его постелю. Кисточка у меня очень-очень толстая. Поэтому как хорошо, когда приходят. Он у меня большой, поэтому он всегда должен быть ближе к телу человека, ближе к ребенку. Я его смотрю на поле, и он у меня сразу виден. А те, которые вдалеке, они у меня красноватые, где-то там, вот это красный фон, это может быть все маки. Это небо. То есть вот такой можно трехцветный. Вот это мак. Здесь мне очень нравится рисовать вот этот мак. Все-таки мы вам повернули там что-то где-то. Как хорошо, что вы пришли. Вот, мак. Если нам нужно, мы дорисовываем солнце. Солнце рисуем в правополушарном рисовании очень простым вариантом. Я уже тут музыкой попользовалась. Мы берем мизинец, палец, указательный и рисуем солнышко. Здесь что видно? Вот такое солнышко у меня получилось. Если надо глазами, мы помним, что у нас есть маленькие птички. Он где-то там вдалеке. Не очень громко, не очень красиво, но как-то далеко. Еще раз предупреждаю, можно, пожалуйста, и вы, наверное, испачкались, любую картину по правополушарному рисованию смотрят издалека, близко никогда не смотрят, одевают в рамку и на нее глядят. Какая красота у нас получилась. А мы вообще сегодня с вами молодцы. Нарисовали две работы. И немножко испачкались. Итак, на сегодня все. Если есть вопросы, задавайте. Ну, если нет, напишите, пожалуйста, в чате. Если нет вопросов, хорошего вам вечера, хорошего времяпрепровождения. Я бы была благодарна, что хотя бы вы на сайте Квиро отписались, как отфотографировались, нарисовали, ну, вот свои работы, свои картинки, что у вас получилось, что у вас вот такое интересное вышло. Мы бы очень, по крайней мере, мне было бы очень интересно посмотреть, узнать, если вам не трудно. Что наши слушатели смогут сфотографировать, либо написать отзыв, да, либо просто сфотографировать и выставить свои И прислать, да, свои работы. Прислать нам на сайт консультационного центра. Мы будем очень рады это увидеть. И, естественно, посмотреть, что же у вас получилось. А так, спасибо большое вам за занятие. Надеюсь, всем спасибо большое. После этого занятия всем стало легко, комфортно, и появились какие-то новые идеи, ваше напряжение, ваш весь такой вот ушел куда-то, скажем, такой вселенной бытие. Спасибо большое, до свидания, хорошего вечера.